Вооружившись мешками, граблями и вениками, жители китайского квартала Малгобека приступили к уборке территории. Женщины подметают дворы и подъезды, красят лавочки и белят деревья. Мужчины обрезают кроны и косят траву, дети собирают мусор. Все дружно стараются внести свой вклад в объявленный субботник. Присоединилось и пожилое поколение. Они сегодня выступают в качестве наблюдателей. Нет, команда, загажешься, но что вчера был, я устройка, добавляется, человек дружно, поехать. Халин мы выгласили, чищик дорого здесь, хочу ну хочу бел хочу. Юганду уздамыз за тысяча лат издарек. Хоз басыр хака, аха удобно художна, хоз сандяя. Параллельно в порядок приводит и парк имени Серго Орджоникидзе. Тут жителей и сотрудников администрации поддержали юноармейцы. Дети собирают скошенную листву и мусор. Мы планируем подмести весь тротуар, чтобы было чисто, чтобы дети мы могли ходить в работу. Проверить, как проходит субботник в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» приехал глава региона. До 31 мая по всей России проходит голосование по выбору объектов на благоустройство в 2024 году. Махмуд Али Калиматов решил ознакомиться с представленными проектами. Здесь показаны фотографии до благоустройства и после, как они будут выглядеть после проведения благоустройства. Там дизайн-проект. Здесь видно, как они. Сегодняшнее состояние. Вот надо будет красивые картинки, когда сделаете, вы их не прячете. Нет, в чулане где-нибудь. А мы их не прячем. Вот надо на них смотреть потом. Всего проектов 9, 7 из них будут благоустроены по решению жителей. Принять участие в голосовании можно на сайте za.06городсреда.ру либо через единый портал госуслуги. Махмуд Али Калиматов решил оставить свой голос. Так, улица Шейха Мансура. Как вам кажется? Очень хорошо. Все, мы решили с тобой. Правильно, улица Шейха Мансура? Правильно? Все. Глава региона призвал жителей не оставаться в стороне. Голос каждого повлияет на выбор проекта для реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». Пообщавшись с гражданами, Махмуд Али Калиматов присоединился к субботнику. Всего за 6 лет работы национального проекта в Малгобеке благоустроили более 40 городских общественных территорий. Реализация программы формирования комфортной городской среды на личном контроле у главы региона. Махмуд Али Калиматов уверен, обустройство городских территорий необходимо проводить на основании обращений и инициатив местных жителей. В текущем году уже по ранее проводимому голосованию в 2021 году у нас определены 4 улицы. Уже начаты, ведутся работы по улице Кооперативной, также будет еще дополнительно 3 улицы. Всего 4 улицы будут благоустроены в 2023 году. Я, пользуясь случаем, хочу отметить, что каждый житель должен внести свой вклад в развитие того или иного населенного пункта, где они проживают. Общими усилиями участники субботника привели в порядок все ранее благоустроенные территории по нацпроекту. Теперь отдыхать в них будет приятней и вдвойне приятней встречать гостей из других городов и регионов. Адам Гулоев, Магомед Даскиев, Новости 24.